Уважаемые учителя, уважаемые ветераны, уважаемые выпускники и сегодняшние учащиеся школы. Поздравляю вас всех с юбилеем, с этой очень внушительной датой, 85 лет. Не каждая школа в городе Якутске может похвалиться столь почтенным и достойным возрастом. И вы знаете, я с большим интересом посмотрела информацию, которую подготовили о школе, и очень много интересного я прочитала и такого совершенно уникального. Надо сказать, что не каждая школа может на сегодняшний день с гордостью говорить об участии своего педагогического коллектива и своих выпускников в Великой Отечественной войне. То, что вы храните память о своих фронтовиках, о тех, кто пал, защищая нашу Родину, и благодаря которым мы сегодня имеем возможность развиваться, жить, радоваться, достигать каких-то успехов, это, конечно, очень замечательно и похвально. И я бы хотела еще отметить то, что есть у вас в коллективе люди с такой солидной педагогической биографией, и как вы к ним относитесь, и как они сегодня выступают и хвалят нынешнее руководство, педагогический коллектив и школьников, это тоже связь поколений, и это тоже то, что не прерывается ниточка, и те самые лучшие исторические традиции, которые есть в вашем коллективе. Я должна вам сказать, я до сего дня пребывала в полнейшей уверенности, что моя родная вторая школа самая крутая в части музыкальных выступлений, песен и танцев. Вы знаете, я поняла, что это совершенно не так, и что седьмая школа ничуть не хуже, а даже во многом лучше. И хотелось бы, конечно, отдельные слова за тот праздник, который мы видим, за то участие детишек, массовое участие детишек, которое мы сегодня видим, поблагодарить ваших коллег, педагогов, которые готовили этот праздничный концерт. Ваши дети восхитительны, и я знаю, что они также талантливы и также успешны не только на сцене, не только в творчестве, но и в образовательных дисциплинах. И то, что в школе очень много сейчас реализуется проектов, и это не первый год происходит. И вот обратите внимание, школа одна из первых начала сотрудничество и с ТУСУ в том числе, то есть это еще тогда, в те годы закладывались вот эти вот передовые методы и обучения, и вовлечения детей. Это тоже очень и очень здорово. Огромное количество достойнейших выпускников школы, учеников, это, конечно, ваша отдельная гордость. Многие из них гордость не только вашей школы, но и нашего города. И, конечно, это огромная заслуга педагогического коллектива. Сегодня я размышляла, кого же я знаю из выпускников седьмой школы, и с удивлением обнаружила, что среди моих ближайших коллег, которые занимают ключевые должности на сегодняшний день в окружной администрации города Якутска, почему-то удивительно большое количество выпускников седьмой школы. Директор одного из сложнейших наших департаментов, человек, который каждый день встречается с людской бедой, с людскими проблемами. И вы знаете, очень хорошего такого человеческого качества человек, извините за тавтологию, ваш воспитанник, ваш ученик, тот, в кого вы вложили это все, и благодаря которому он таким стал, Александр Владимирович Наволоков. Год выпуска не знаю. Учителя, наверное, его здесь есть. Есть учителя Наволокова? Ну вот, прекрасно, можете гордиться. Да, вы классный руководитель. Очень хороший он человек, он всегда видит. Вот знаете, бывают чиновники, которые хотят отказать, тем более жилье. Тем более такая проблема, которая десятилетиями не решается. И он вроде молодой человек, но тем не менее, ваша заслуга. Есть у нас такая служба, которую все всегда ругают, которая всегда во всем виновата, которая всегда, бедная, мечется по городу. Зимой замерзли, весной утонули, летом засохли и так далее, и так далее. Служба эксплуатации городского хозяйства. И возглавляет ее тоже ваш выпускник Аял Анатольевич Егинов. Ну вот, и мой ближайший соратник, человек, без которого вообще не обходится ни один мой рабочий день, Алексей Прокопьевич Толстяков, также ваш выпускник.
И это только... Это все вы? Вы знаете, давайте мы с вами встретимся отдельно, вы мне расскажете, как таких людей воспитывать. Причем независимо друг от друга они все появились, это не то, что они там как-то, нет, это абсолютно разные вещи. Кто-то уже работал, кто-то пришел по конкурсу, ну вот такая 7-я школа. И поэтому, когда я слушала, и вы знаете, у вас же еще удивительно огромное количество очень известных врачей, да, Кларов, Астабун, да что такое? Они все в одном классе учились, что ли? В разных? Вы не физик случайно? Химик. Все дело в опытах. Обязательно надо встретиться. Вот, вы, видимо, знаете какие-то, да, секреты. Но если серьезно, я думаю, что у каждого учителя, который здесь сидит, есть свой ученик, которым он гордится, на которого он возлагает надежды, а еще больше у вас учеников, которые еще что-то покажут, еще чем-то удивят, и еще что-то нам такое, вот знаете, преподнесут, чему вы будете несказанно рады. Каждый раз, когда я стою рядом с детьми, совсем с малышами или с подростками, с юношами, девушками, я заглядываю к ним в глаза и думаю, с кем я рядом, интересно, стою. Потому что на первый взгляд кажется, что они стоят рядом с мэром, но я смотрю на это совершенно иначе. Потому что когда я стою рядом с ребенком, я стою с будущим кем-то. И вот ваши слова, которые говорили и директора школ, и нынешний директор школ, и цитаты, которые на экране сейчас, значит, мы видим, они как раз и говорят о том, что очень мне понравилось. Учитель открывает двери, а ученик входит. Да? То есть это вот совместный такой процесс. И я абсолютно согласна с тем, что учитель – это не должность, учитель – это не работа. Учитель – это призвание. И низкий вам поклон и пожелания достижений вашим ученикам. Ну и, конечно, я, кажется, очень много говорю, я заканчиваю. Просто я настолько воодушевлена и вдохновлена и поражена тем, что я увидела, что хочется что-то еще такое вот вам про вас рассказать. Ну ладно. Приветственный адрес разрешите вручить вашей школе в лице директора. И подарок. Сертификат на информационный киоск для создания доступной безбарьерной среды.